обсуждали, есть задачи научные, есть задачи образовательные, а есть задачи демографические, то есть социально-экономические демографические задачи. И то, что вот мы видим, то, что я вчера увидел, что Якутия, эта задача, она от них не отстраняется, она хочет их решать через науку. Вот это, конечно, сильное впечатление. Проходит на площадке Северо-Восточного федерального университета не просто так. Задачи, которые поставил руководство страны, президент, премьер-министр, курирующий вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на стыке образования, на стыке цифровой трансформации его, на стыке науки, технологий, конечно, заставляют все эти сферы работать в кооперации. Александр Михайлович поскромничал, он не сказал, что он выступил одним из ключевых инициаторов форума. Наверное, вы и не встретили бы здесь, если бы не был такой серьезный драйв. Много коллег приехало, узнав, что президент Таран приезжает в Якутию. Вот очень важно, далеко от Москвы, потому что в Москве, конечно, каждый день, практически каждую неделю проходят какие-то большие мероприятия, но важно, если мы говорим о прорыве научно-технологическом, если мы говорим о коллаборации, укреплении связок в академических институтах, в университетах, в бизнесах, конечно, важно такие встречи проводить с участием широкого сообщества. Именно в таком диалоге движемся вперед. То есть встреча в университете – это однозначный скачок. Это выступит драйвером для развития всей сферы и взаимодействия науки с университетами, и науки с промышленностью, ну и, конечно, молодежный вектор тоже. Мне кажется, что основной результат вот этой конференции, ее формат, позволил многим людям пообщаться между собой, особенно в период, когда у нас общение очень ограничено и перешло в онлайн-формат. Вот такого рода встречи позволяют осуществить живое общение, а это всегда такая пролог или прелюдия для больших проектов, которые случатся в будущем. Мы в сфере науки и образования и просто таких вот сетевого взаимодействия вузов. Сегодня уже звучала тема сетевого взаимодействия. Вот мне кажется, здесь мы не о сетевых образовательных программах, а именно о сетевом взаимодействии как профессиональном таком общении единомышленников в лице других федеральных университетов.